Алла Алтанец в своем обращении говорит, что у нее незаконным образом пытаются отнять гараж и родительскую квартиру. Речь идет об этих гаражах. Это две постройки. В настоящее время они принадлежат Гураму Квицине. Соседи подтверждают, что Гурам Квицине купил по отдельности у разных соседей оба гаража много лет назад. Один у Ефросини Алтанец, матери Аллы Алтанец, другой у Астамура Ласуря. С 1993 по 2004 годы Астамур Ласуря проживал в этом доме. Когда он решил сменить место жительства, то продал свои гаражи. Он хорошо помнит историю купли-продажи. Гараж, то, что было предназначено именно квартире, было продано вместе с квартирой. А так я как занимал другой еще гараж, я держал рядом, вот второй гараж, до 2004 года, пока я находился здесь, я пользовался этим гаражом, здесь стояла моя машина. Ну, перед тем, чтобы уехать отсюда, я его лично продал. Я вот продал Квитине, Гурам. Вот это мой часть был. А эта часть был приобретена по соседям, который находился рядом, которые жили. Алтанец Алексей, вот он здесь жил, здесь находился, но он продал именно Гураму вот это средний гараж. Здесь никакой вымогательств или никакой, тут было уплачено деньги. По словам Астамура Ласуря, в послевоенные годы эти гаражи не оформлялись. Эти гаражи не оформляются, не делается ничего абсолютно. Здесь вообще эти гаражи на учет не взятые под баланс государства или что-то такое не было. Такое я хотел, спрашивал, интересовался, но пока не было бы капитального строительства, эти гаражи не оформлялись. Так как на гараж документов не имелось, купля-продажа состоялась при свидетелях, коими являются соседи. Слова Аллы Алтанец они считают клеветой. Михаил Кубас – один из первых жильцов дома. Тогда он был председателем жилищно-строительного кооператива. Я был председателем ЖИЖКа. Полностью построил. Комиссия приняла, жеребьевку провели и поселили людей. Ордера дали. В том числе Алтанец Алексей. Отец этой женщины, которая жалуется. А они как сносчики по выбору получили 4-й этаж трехкомнатную. Отец умер, сейчас жена дома находится. Никто ей не угрожает квартиру отбирать. Это ложь. Это не такие люди, это самые квитиневцы, чтобы кого-то трогать. Это уважаемые, любимые люди наши. Вот это гараж железный имели до войны. Вот они с их согласия купили. По словам Михаила Куба, сама Алла Алтанец проживает в новом районе. У нее есть дочь, которую воспитала бабушка Ефросиня Алтанец. Его нету. А дочка воспитывалась не у нее, а вот здесь у бабушки. Она хочет, отец умер, мать великовозрастная, хочет ее забрать, а квартиру и с гаражом продать. Главное этой целью, а остальное никто не мешает. У нее машины нет, зачем ей нужно это все? Я лично встречался и строго сказал, что ты врешь. Я говорю, они продали. И ты это хорошо знаешь. Но она признать не хочет. Мы возмущены, все жильцы возмущены. Что она так необъективно, несправедливо? Мы направились к Ефросине Алтанец, матери Аллы, за выяснением обстоятельств. Женщина преклонного возраста открыла дверь съемочной группе. Говорить на камеру она отказалась, но разрешила записать голос. Женщина отрицает слова ее дочери Аллы. «Никто не пытается отнять у меня квартиру», — говорит она. С абхазского телевидения кто-нибудь вам угрожает из соседей? Вот скажите, а гараж, который вот внизу, вы продали его когда-то? Ну, раз нету машины, то зачем гараж, тоже там и заберутся, и все. Вы продали. Ну, продали. А кому вы продали? Имя, фамилия, скажите, пожалуйста. Света, уже около 30 лет они ездят. Ну, сейчас что-то моя дочка начала уезжать в гараж, почему, туда-сюда. Ваша дочка? Не отняли, продали. Но она не знает, поэтому она говорит. Я не знаю, что между ими было, все дружно, да. Что у них произошло, меня не было. Так почему же слова Ефросини Алтанец противоречат утверждению ее дочери Аллы? Для разъяснения этого обстоятельства мы связались по телефону с Аллой Алтанец. Алла, здравствуйте еще раз, с абхазского телевидения. Наш разговор... Наш разговор вы хотите записать? Да, да.
Я обратилась в российское посольство, в российское консульство. Российская община Роман Рязанцев. Да, я в написала курсе, я с ним заявление. связывалась. Мы ходили в СГБ. Я знаю. Давали там объяснения. Вы Знаете, с говорите кем я о том, говорю? что у вас Почему кто-то они не пытается оформили? отнять квартиру. Это правда? Почему они не оформили гараж, если они купили его? А у вас Они есть запугали документы мою на мать. этот гараж на тот момент? Были, Послушайте, когда состоялась сделка? Послушайте, Скажите, я вас спрашиваю, вы на кого работаете? На я власть? Вы не на- пытаюсь выяснить ситуацию. Давайте будем разбираться в других инстанциях. Пусть этот вопрос Нет, я решает просто хочу, президент. чтобы вы И пусть этот ответили на мой вопрос- короткий вопрос. И кто пишет комментарии, я все читаю, я на всех подам в суд. Нет, за ну, то, что Алла, меня скажите, хотят пожалуйста, очернить. а, ваша жена мать, она добровольца. здравомыслящая Меня женщина. слушайте внимательно, что я вам говорю. Я сказала, верни сюда ключи от гаража. 1500 я, говорит, купила в 8 году. Я сказала, иди ты, не просто иди, а лесом. 1500 Ну так не ваша день. мать тоже Причем подтверждает. тут моя мать, женщина в Но она же преклонном участвовала в Я вам сделке. еще раз повторяю, она забывает, что было вчера, что было позавчера. И я вам еще раз говорю, вы не имеете права заходить к ней. Наша съемочная группа поинтересовалась в БТИ, за кем числится квартира, в которой проживает Ефросиня Алтанец. Как нам сообщили, квартира находится в собственности Ефросини Алтанец, а на гараж в действительности нет никаких правоустанавливающих документов. Как было сказано выше, подобные спорно-разборные конструкции не оформляются. Семья Квиценя купила у Алтанец гараж, имеется расписка. В своем видеообращении Алла Алтанец заявила, что ее ущемляют по национальному признаку. 12 ноября текущего года она обратилась в общественную организацию «Русская община Абхазии» с просьбой о помощи в урегулировании данного вопроса. Об этом нам сообщил председатель русской общины Роман Рязанцев. По его словам, заявление гражданки Алтанец находится у них в обработке. К изучению дела подключилась служба госбезопасности республики. Для выяснения обстоятельств в СКБ провели беседу с Аллой Алтанец в присутствии Романа Рязанцева. По информации СКБ, Алтанец отказывается от своих слов и говорит, что ее конфликт с соседями является сугубо бытовым и не имеет под собой иных мотивов. Дениза Герке, Тимур Гугохя, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.